Таджики способны изменить этот мир. Да они уже это делают. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изобрел таджикский студент такого, что достойно наибольшей похвалы. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Бехрус Искандарзода создал телеграм-бот для оказания полной конфиденциальной и анонимной помощи лицам, живущим с ВИЧ, а также жертвам насилия. А еще у него своя компания и в планах множество проектов, в том числе и для государственных ведомств. Его бот может помочь в предоставлении консультаций, ответов на часто задаваемые вопросы, помочь с информационными статьями, адресами и контактами центров ВИЧ-СПИД, неправительственных организаций, в целом нацелен на повышение юридической и медицинской грамотности таджикистанцев. Бехрус рассказал подробно о своем проекте и о себе. Я считаю обязанностью каждого человека уметь учиться и переучиваться новому, не останавливаться на одном, идти в ногу со временем. На данный момент я обучаюсь в Российском университете дружбы народов в Москве по специальности международные отношения. Для меня дипломатия – это не только наука, но и искусство – быть всесторонним человеком, умеющим вести беседу практически на любые темы. Технологии интересовали меня еще до поступления в университет, потому что я всегда понимал, что за ними наше будущее, и в современных реалиях важно всегда развивать себя всесторонне. Я являюсь основателем Avesta Innovation. Мы с командой занимаемся разработкой IT-решений для бизнеса, созданием сайтов, приложений и не только. Я очень тщательно отношусь к подбору команды. У нас в команде только инициативные и целеустремленные молодые люди. В числе наших крупных проектов, над которыми ведется активная работа, это программное обеспечение для органов судебной власти, целью которого является автоматическое распределение судебных дел и учета рабочей нагрузки судей. Я создал Telegram-бот, который поможет 12 тысячам таджикистанцам, а возможно и больше, справиться с проблемой раскрытия статуса ВИЧ, их анонимности, а также людям, подвергшимся насилию. Юрий Расании Аноними – наш совместный проект с акселератором навыком Илмханой и программой развития ООН в Таджикистане. Сервис полностью конфиденциальной помощи лицам, живущим с ВИЧ, а также жертвам насилия в рамках мессенджера Telegram. В процессе взаимодействия с ботом не нужно вводить свои персональные данные или любую другую информацию, сохраняя свою анонимность. Мой проект социальный, все услуги в боте предоставляются бесплатно. Как вам достижение нашего земляка? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. С помощью бота можно получить профессиональную консультацию, ответы на свои вопросы в медицинской, юридической областях и в области психологии, узнать местонахождение и контакты центров по всей республике, а также контактные данные любой правозащитной организации, осуществляющей поддержку лицам, живущим с ВИЧ и жертвам насилия. Также можно почитать Fast Read, быстрые статьи о профилактике ВИЧ-СПИД, истории его возникновения, беременности и ВИЧ и многое другое. Для меня было принципиально важным участвовать в хакатоне Илмхона, потому что так я мог бы внести свой, пусть небольшой, но вклад в общество. Я искренне благодарен Илмхона и UNDP за то, что они поддержали мой проект. Цифры пользователей, запустивших бот, растут на глазах. На данный момент их почти 1500 человек. Конечно же, многие из них могут не являться зараженными или быть жертвами насилия, а просто воспользовавшись ботом ради интереса, покликать. Но даже это радует. Человек элементарно приобретает специальные знания в этой области, узнает немного о профилактике ВИЧ, о том, как избежать его распространения и не заразиться самому. Мы будем и дальше развивать наш проект, чтобы просвещать и помогать людям. Недавно мы договорились о печати большой партии флаеров с информацией о функционале приложения и том, какую помощь этот продукт может оказать. Эти флаеры будут распространены среди центров ВИЧ-СПИД, неправительственных организаций. Чаще всего именно там больше всего специалистов, которые могут донести необходимую информацию непосредственно до конечного пользователя, человека, живущего с ВИЧ. Возможно, даже в ближайшее время при поддержке UNDP будут допущены специалисты для непосредственного общения с пользователями бота, предоставления им консультаций. Предполагается, что будет создана отдельная платформа в виде веб-приложения для более комфортной коммуникации специалистов с пользователями. Такой бот доступен для всех. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Это будет полезно даже просто почитать. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!